Песня сопровождает человека по жизни с самого рождения. С песней уходили в походы, с песней трудились, грустили и праздновали. Радиожурнал ГТРК «Бурятия. Степные мелодии» – одна из самых популярных передач в республике. Его гости – это герои производства, передовики, известные люди, простые жители сел и городов Бурятии. Сколько я помню себя, вот эта музыка всегда звучала, мне приходилось ее исполнять. Менялись оркестры, составы менялись инструменты, люди, музыканты. Тем не менее, эта музыка всегда звучала. Да, она до сих пор современная. Это зажигательная мелодия, зажигательный бурятский танец, который звучит в исполнении нашего оркестра. Радиожурнал «Степные мелодии» стал настоящим брендом республиканского радио. Его любят тысячи зрителей. Это настоящая гордость Бурятии. На протяжении 40 с лишним лет он еженедельно выходит в эфир и радует поклонников искусства, оставляя в душе каждого самые нежные чувства. Зрители наших, бурятских, очень большая любовь вот именно к степным мелодиям, что очень радует на самом деле, потому что все-таки не зря, наверное, говорится в песне «Душа народа». Все заявки принимаются в Доме радио по улице Ербанова, 7. Поздравления, прозвучавшие со сцены, а позже в эфире ГТРК «Бурятия» в исполнении известных артистов оставят неизгладимый след в душе каждого. Неизменный ведущий радиожурнала Батыр Цыбенов донесет в каждый дом самые теплые слова поздравлений. Гунсма Тудупова, Булат Бадмаев, Вести, Культура. Жители республики смогут услышать 100 песен восточных бурят. 14 и 15 февраля в зале Бурятской государственной филармонии состоится концерт-презентация диска, собравшего в себя уникальное музыкальное наследие бурятского народа – 100 песен восточных бурят. Напомним, что на закрытии прошлого филармонического сезона 31 мая 2011 года прошел концерт «Народные песни западных бурят». Нынешнее представление – это продолжение акции по призыву к сохранению национальной древней культуры. Чтобы составить сборник из песен восточных бурят, супруги Саяна и Эржена Жамбаловы посетили Агинский округ, Шенхенских бурят и Монголию. И записав аутентичное пение бабушек и дедушек, помнящих и поющих древние песни, как и в случае с западными бурятами, авторы проекта смогли собрать неповторимую коллекцию. Ансамбль «Квартал Дэнс» существует более 22 лет, и с каждым годом танцоры повышают свой уровень мастерства и артистичности. В этом году на международном фестивале они стали лучшими в таких номинациях, как танцевальное шоу, модерн, эстрадный танец. За последнее время мы поставили спектакль «Душа земли Байкальской» на основе эстрадного материала. И вот ездили на очень много конкурсов по разным городам России, привозили хорошие места, и вот в этот раз мы в очередной поехали на конкурс в город Сочи и повезли постановки из как раз нового спектакля. Среди 100 прославленных коллективов мира и более 2000 талантливых участников в команде «Квартал Дэнс» отметили искренность чувств и эмоций. Участников было много, все были достойны, но все-таки нам удалось получить 3 золотых кубка и 3 серебряных. В этом году у нас выпускной, и мы решили поставить действительно жирную точку, и приехать с хорошим результатом. В студию танца «Квартал Дэнс» детей набирают с 4 лет. Начиная уже с 12 лет, юные звезды выезжают на концерты в другие города. Лену в ансамбль привела мама. Хожу я уже 7,5 лет, и у меня даже мысли не возникает их бросить. На конкурс я ездила первый раз с сольным номером, и мне было очень приятно, что я заняла сразу первое место. «Квартал Дэнс» останавливаться на достигнутом не собирается. Впереди у него новые победы, интересные постановки и напряженные репетиции. Александр Масляков, Ирина Эмедеева, Виктор Еланцев. Вести, Культура. Монгольские артисты не в первый раз посещают столицу Бурятии. Ребята неоднократные участники и победители многочисленных конкурсов и фестивалей, проводимых в Улан-Удэ. По словам организаторов, подобное сотрудничество позволяет начинающим танцорам и музыкантам обмениваться опытом, узнавать культуру других стран.
Происходит непосредственно обмен между учащимися. Они знакомятся с традициями и искусством бурятского народа, а наши дети знакомятся с творчеством композиторов Монголии, яркой исполнительской школы игре на маринхуре. Обмен опытом важен для начинающих артистов, поэтому гости из Монголии дали концерт и для ребят музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева. Участники лицея не раз выступали на сценах Монголии, к творчеству коллег относятся с большим интересом. Концерт очень понравился, особенно вот девочка-гимнастка, очень, вот ее номер понравился. Ну вот никогда такого, если честно, не видела. Концерт мне очень понравился, живое все, звук, атмосфера в зале тоже хорошая, уровень хороший. Слышится, что профессиональные артисты почти. Очень понравилось. Также руководители ансамбля провели серию мастер-классов по игре на маринхуре для ребят и преподавателей детской школы искусств номер 8. Александра Захарова, Айгуль Роднаева, Дугар Аюшеев, Вести Культура. С 2010 года в Улан-Удэ успешно реализуется международный проект широкоформатного доступа к изучению английского языка. За 2 года 10 учащихся школ города прошли обучение в 2 летних языковых лагерях и 3-недельной международной лингвистической смене Всероссийского детского центра «Орленок». Все это время с детьми активно работали носители языка, региональные представители Офиса английского языка посольства США в Москве. Сегодня этот проект подвел первые итоги. Занятия нам эти очень понравились, потому что не каждый день есть такая возможность поговорить с живым носителем. Очень много узнали, получили новой информации, много друзей появилось, не только из России, но и из Америки. У нас была возможность проявить себя в разных искусствах, в рисовании, в танцах, в пении. У нас было много конкурсов, концертов. Эта программа дает большие возможности, развивает человека как умственно, так и творческие способности. Владислав Ложеницын, Вести Культуры. 22 февраля наступит Новый год по лунному календарю. Пушистый кролик уступит свое место величественному дракону. Жители Бурятии имеют уникальную возможность встретить праздник вместе с государственной телерадиокомпанией «Бурятия» и буддийской традиционной Санхой России. Прямая трансляция из Волгинского Дацана будет идти одновременно в эфире телеканала «Россия-24», радио Бурятии и в режиме онлайн на сайте нашей компании. Жители всей планеты при желании смогут присоединиться к этому священному действу.